К последним данным по коронавирусу в коме за сутки. По сообщению Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвержден еще у 78 пациентов. Выздоровело 67. Таким образом, сейчас в активной фазе находится 1121 человек. По традиции глава Коми Владимир Уйба прокомментировал свежие цифры и новости дня в своем традиционном видеообращении. За сутки мы неплохо выздоровели, 67 человек, но пока не можем достигнуть баланса заболевших и выздоровевших. В обращении Владимир Уйба подробно рассказал и о рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в будущем году. Напомню, рейтинговое голосование в обязательном порядке проводится в муниципалитетах с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В Коми к таким территориям относятся Сыктывкар, Воркута, Усинск, Инта, Ухта, Печора и Сосногорск. К слову, в столице Коми в голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей. В течение 10 дней они высказывали свое мнение на портале «Активный регион», а также посредством онлайн-голосования и через ящики для голосования. В Сыктывкаре лидером голосования стала территория парка в микрорайоне «Строитель», где будет обустроена новая игровая площадка для детей. А в Эжвинском районе пешеходная зона по улице Славы. До 3 октября рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства еще продолжается в Усинске. Принять участие в нем можно на интернет-портале «Активный регион». Также в видеообращении Владимир Уйба рассказал о том, что по итогам выступлений на отборочных соревнованиях и нацфинале выпускник Сыктывкарского политехнического техникума Василий Нестеров был включен в национальную сборную WorldSkills по компетенции парикмахерское искусство. Он обучался и проходил подготовку к соревнованиям у преподавателя-наставника, имеющего статус эксперт чемпионата WorldSkills Татьяны Николаевны Блюм. Теперь Василий продолжит тренироваться и будет выступать на чемпионатах по профессиональному мастерству международного уровня Евроскиллс и WorldSkills Competition.